Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас настолько будет интересный выпуск, что я даже сейчас долго не буду подводить к нашему гостю. Давайте просто сразу его представим. Михаил Бережнов. Михаил, расскажите, какая у вас должность? Я работаю старшим экспертом экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Саха-Якутия. Значит, мы занимаемся исследованием запаховых следов человека. То есть в криминалистике запаховый след человека используется как целью идентификации человека. Как и ДНК, как и дактилоскопия, то есть папиллярные узоры пальцев. Допустим, ДНК, я знаю, да, то есть это такое что-то прямо очень сложное, такое, это, можно сказать, передовой, да, один из таких, как сказать, современных методов. Дактилоскопия — это что-то такое уже классика, да? Да, а вот запаховые следы, я представляю, что это кинологи, или есть разница? Кинологическая. В кинологической службе у нас есть разница, да, в плане того, что мы исследуем непосредственно сам запаховый след человека. Вообще запаховый след человека, он генетически детерминирован и неповторим. То есть так как пахну я, так как пахнешь ты, да, больше нигде этот запах не повторяется. Он изначально закладывается в момент оплодотворения, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, образуется свой уникальный пахучий код человека. И отвечают за эти запаховые следы человека это полярные липиды, вещества. Они находятся во всех органеллах клетки, во всех клеточных структурах, в мембране в клетке, во всех выделениях человека. То есть это одна из составных частей клеточного организма, в принципе, в целом. И вот его неповторимость, его уникальность позволяет использовать в криминалистике для идентификации лиц по оставленным запаховым следам на тех или иных объектах. То есть это какое-то орудие преступления? Это может быть орудие преступления, это может быть вещи, оставленные преступником, это может все что угодно, где был контакт непосредственно гражданина, проверяемого лица с тем или иным объектом. Прошу сразу зрителей, да, чтобы не путать, чтобы ввести в курс, о чем идет речь. Это не шлейфовый запах, да, вот который нас витает в воздухе, да? То, что даем собаке и берем след, да? Это другое. Это кинологи. Это одорология. Это наука о запахах. А у нас же альфакторный метод исследования – это исследование путем обоняния. То есть, что такое шлейфовый запах? Да? Вот, допустим, мы заходим в лифт и пахнет девушкой, да, как говорят, девушка здесь была. На самом деле пахнет не девушкой, а ее парфюмом пахнет. Вот. Кинологические службы, когда идут по свежим следам, они непосредственно учат собак вот этим запахом, который преследует человека. Запах обуви и так далее, и так далее. В нашем же случае мы имеем идентификационный запах, то есть личный запах его, понимаете? Вот. В этом мы маленько отличаемся. И по подготовке собак у нас отличается в том, что основная наша задача – это вот в комнате исследования. Чуть позже вам покажу. Комната исследования, где происходит непосредственно исследование запаховых следов человека, то есть идентификация того или иного лица на том или ином объекте. А все остальное, то есть у нас нет основных требований по основным этим дрессировкам, потому что мы конкретно с людьми, эти собаки не работают. Вот. Здесь маленько у нас чуть полегче в этом плане, но приучить собаку непосредственно к исследованию вот этих вот по идентификации, потому что каждый запах неповторим, все время новые запахи, здесь чуть-чуть немножко сложнее будет. Надо отметить, что действительно, я думаю, что по нашему разговору уже понял, что это достаточно такой уникальный метод, разработан еще, по-моему, в советское время, и еще надо отметить, что это центр единственный на Дальнем Востоке. Да, все правильно? Вообще по России 13 лабораторий сейчас находится. На Дальнем Востоке, да, мы единственные. Мы получили допуск в 2020 или 2022 году, в 2022 году мы получили, да, вот 4-й год уже работаем непосредственно по экспертизе. Открылись мы давно, просто шло время подготовки, подготовка собак, подготовка оборудования и так далее, и так далее. Ездили сами, обучались в Москве, курсы проходили, экзамены сдавали. Потом вернулись, и в течение 2 лет нам нужно было отснять видеоматериал
где непосредственно происходит сама экспертиза. Мгм. Из составленных, из моделированного сравнительного ряда, то есть мы сами конкретно знали, что вот этого человек держал там определенную вещь, это его вещь была, мы оттуда получали запаховую пробу, получали с данного гражданина образцы крови, и составляли сравнительный ряд, и все это записывали. Вот допуск вот так вот происходит. То есть все достаточно серьезно, все достаточно как бы ну, очень много требований. Ну, надо отметить, что я думаю, сейчас у многих зрителей такие немножко, может быть, есть вопросы, да, но тем не менее сегодня в течение всего выпуска мы на них на все ответим, потому что в первый раз, когда Михаил мне начал рассказывать про этот метод, я долго не мог понять, да, что вообще как происходит тренировка собак. И я вот вижу, что у вас есть, ну, тряпочки, так для меня, да, называется здесь. Я понял. Вообще дрессировка собак, подготовка собак, во-первых, начинается с отбора собаки. Да? То есть у нас есть определенные рекомендуемые породы собак. То есть в основном это охотничьи породы и пастушьи породы. У нас в лаборатории работает 11 собак. У нас есть овчарка традиционная, да, то есть у нас есть шиперки, мелкие, такса есть. Есть единственный, наверное, в республике Саха-Якутия представитель породы, это австралийский хиллер. Он был выведен, имеет гены дикой собаки динго, пастушья порода. Позже вам тоже покажем мы его. Есть две лайки, одна восточно-сибирская лайка, другая карело-финская лайка. Нынче взяли вельшкорги кардиган, тоже из пастушьих он был выведен. И дратхар, есть у нас немецкий дратхар. Вот, здесь, понимаете, если у кинологов, у них есть свое разведение, да, то есть они определенных собак берут и разводят, то есть они получают при этом потомство. У нас же такого разведения нет. У нас мы покупаем в соответствии с федеральным законом 44-м, по закупкам, выбираем породу, и помимо того, что выбрали породу, еще нужно выбрать темперамент животного. То есть пугливые, трусливые, со слабым характером, слабой психикой, такие не подходят. Потому что там их отвлекают мельчайшие вот эти вот... Раздражители. Да, раздражители, по большому счету. Они должны из букета запаха идентифицировать гражданина. То есть по запаху крови его нужно идентифицировать, трогал ли он тот или иной предмет, вообще имел ли с ним этот контакт. А вы сами понимаете, что запахи это что такое? Да? Это там помимо индивидуального вещества еще есть запах крови, запах железов, гемоглобина и так далее, да, допустим, в крови. А на объекте там вообще полный букет, допустим, запах железа, древесины, да, там, не знаю, кровь потерпевшего, все что угодно. То, чем резали этот нож раньше, там, пусть то хлеб, колбаса, рыба, там, все что угодно. То есть целый букет. И собака, являясь макросматиком, который всю информацию получает через обоняние, она должна научиться именно выделить вот эти вот полярные липиды вот этого человека в крови и сравнить с полярными липидами, которые вот есть в объекте. Вот в чем вся сложность подготовки собак. Сама методика как бы особой сложности не вызывает, потому что мы их готовим только в зале. У нас нету дрессировки наружу. Наружу, чтобы собака была послушной, эксперт, кинолог сам выберет, может, то есть сам подготовит для удобства, да, то есть, чтобы собака не убегала, не убежала куда-нибудь там, чтобы она выполняла команды ко мне, там, да, рядом, чтобы не кинулась, не дай бог, на людей прохожих. Вот эти вот команды, конечно, мы учим. А вот вся система подготовки вот только в зале. То есть собака должна прийти и понимать, что вот в зале она будет искать людей по запаховым следам, по индивидуальному запаху следа, и нюхать, так скажем, банки, в которых находятся вот такие вот фланели. Так, это фланель у нас стирается, есть мы закупаем, у нас вот все это стерилизуется, вот посмотрите, пожалуйста. Вот у нас это все для составления запаховых проб. Так, кстати, у вас же, передача называется «Испытан на себе». Я вам предлагаю вложить, скажем, частичку своего запахового следа для подготовки собак, если
Не против. Ну, конечно, не против. Так, давайте. Как это вообще делается, тоже интересно узнать. Нет. Так, значит, мы берем фланели, да? Ага. Ага, и прямо на тело накладываем. Накладываю прямо? Да-да. Вот так, да? Да-да, чтобы был контакт тела. Так, фланели нам 7-8 хватит нам. У нас будет запаховая проба Чирова Руслана. Так, можно сюда, да? Да хоть куда, лишь бы контакт с телом был. То есть полярные липиды, да, как я уже сказал, они выделяются с организмом, с тем же, с потовыми веществами. И Много сейчас высохну. не, Тут немножко жарко. Так, прямо сюда. в рукав можешь. Ага. Так. Так, вот так мы получаем запаховую пробу Угу. пота человека. Да, это нужно для подготовки собак. Мы нигде не ведем картотеку, да, у нас нету базы данных запаховых, индивидуальных запаховых следов человека и так далее. Ну, все достаточно. Прямо вот сюда вот можно. Так, я там уже положил. Ничего страшного. А, можно вообще, Да. как бы, не Для обязательно в подготовки- разные... Да, для подготовки собак эти фланели будут потом в банке храниться, да? Мгм. И мы прям запишем, что вот это вот запаховый след мужчина. Нам не интересно, чье это во время Ага. подготовки. Потом из этой же банки мы просто делим и ставим банку, которую он будет нюхать на старте, Мгм. и в банку, которая будет стоять в сравнительном ряду. Ага. И по этому запаху она должна найти этот же запах. Мгм. Вот. Изначально вот подготовка собак проводится на поту, вот как раз. А сколько минут нужно, чтобы про контакт? Значит, полярные липиды хорошо фиксируются вот, в хлопчатобумажной фланели, ну вообще во всех предметах, по времени не менее 30 минут. Мгм. То есть это когда идет неинтенсивный контакт. То есть и вот я взял пинцет, положил пинцет, да, тут Мгм. остаются мои потожировые вещества, но они очень быстро, так скажем, испарятся. Мгм. Вот. Здесь такого запаха следа не останется. Если я этот буду пинцет держать минут 30-40, то здесь уже достаточно полярных липидов сюда проникнет. То есть мой индивидуальный запах здесь останется с частичками пота. Мгм. Я не говорю, что мы выделяем только полярные липиды. Тут очень много химических веществ Мгм. в организме. Но полярные липиды нужны именно для... Да, того, чтобы то есть собак. именно эти вещества обладают индивидуальным запахом. Мгм. Ну и сейчас мы также переходим к практике, да, друзья. Соответственно, не только я сейчас буду как бы, ну вот, это понятно, это как бы такое дополнительное, да? Да, То есть, это как бы это нам для поможет для пополнения, подготовки собак. для подготовки собак. Но и прямо сейчас на практике мы с вами узнаем, как можно, например, вот я взял с собой перчатку, да, это моя такая старенькая перчатка, которой я пользовался долгое достаточно время. Я думаю, там, ну, точно можно Ну да, по-любому. подойдет. Если вы пользуетесь им постоянно, то... Да, постоянно. И, соответственно, при подготовке, то есть Михаил сказал, то есть я взял образцы крови своей, да, и тоже... то есть, так, для зрителей объясню. Значит, мы сейчас будем получать запаховую пробу с перчатки Руслана, а также будем получать запаховую пробу со сравнительного образца с крови. То есть экспертиза происходит как? Нам предоставляют сравнительный образец крови человека, Мгм. да, допустим, там Иванова, и объект, там, найденный на месте происшествия. Мгм. Вот, и задают вопрос, имеется ли запаховый след человека на этом объекте. Если он имеется, то принадлежит ли он этому, допустим, Иванову. Мгм. И мы получаем запаховые пробы с них и расставляем, подготавливаем сравнительный ряд, и собака с помощью сравнительного образца, то есть нюхая на старте кровь, должна определить, есть ли такой же запах на этой перчатке. Ну, если прямо упростить, да, не хотелось бы, конечно, там в такие как бы криминалистические дебри заходить, да, но представьте, что, допустим, 10, ну, там, 8 перчаток одинаковых, да, у нас, Ну, это например... я по ходу пьесы буду... Да, у нас будет. Вот, и главное нам определить мою перчатку. Все? Да. То есть сейчас, в соответствии с концепцией вашей передачи, Руслан будет испытывать на себе, как получает запаховую пробу. Да, сейчас мы превратимся в лаборантов. Испытано на себе. Ну что, мы переходим непосредственно к практике. Сейчас мы начнем уже работу по выделению запахового следа из моей перчатки.
Так, по получению запаховой пробы. Прошу прощения. Значит, к нам приходят объекты исследования, да. То есть нужно следствию интересно, имеются ли запаховые следы человека на данной, допустим, перчатке. И в соответствии с требованиями мы изначально что делаем? Мы изначально фиксируем все это путем фотографирования. То есть идет документация, Да, документирование. это подготовка для для заключения эксперта. Так, вот. Далее, в качестве сравнительного образца у нас используется образец крови. Так, я вот принес. Да, почему именно кровь? Сразу скажу, что... Подождите-ка, так. Кровь является единственным чистым источником запахового следа человека. То есть, если в ДНК используют букальные эпителии, как сравнительный образец, да, там частички эпителия содержат ДНК человека. В букальном эпителии запаховый след человека тоже есть, но в полости рта могут присутствовать частички еды, что может отвлекать собак. Все. Вот. И единственным чистым источником запахового следа человека является кровь. Поэтому в качестве сравнительного образца мы используем только кровь. Для получения запаховой пробы нам необходимо составить криогенно-вакуумный сборник запаховых следов человека. Значит, что такое криогенно-вакуумный сборник? Давайте возьмем баночку. Звучит уже. Вот эту вот баночку, пожалуйста. Так. Вот сам запаховый сборник возьмите. Да, вот, ничего страшного. Ага. Так, я вам покажу потом, что. Так. Значит, этот пинцет уже использован. Пинцет, пожалуйста. Ага. Так, я вам сейчас покажу, как это делается. Значит, мы будем создавать... возьмите. Так, перчатку можете положить, ничего страшного, да. Эта перчатка лежала во многих местах, так что если будет здесь лежать, ничего страшного. Значит, мы получаем криогенно-вакуумным способом запаховую пробу с объектов. Вот прямо бери вот так вот фланели. И начинаем укладывать сборник, криогенно-вакуумный сборник. Нет, сборник запаховых следов. Он еще вакуумным не стал, сейчас чуть попозже покажу. Значит, вот так вот, не плотно. Ага. И сколько штук влезть или по плотности? Пока не заполнится. Так. Дырку вот эту не закрывать, да? Это не дырка? Нет, это не дырка, это дно для жидкого азота. Вот так вот, смотри, вот старайся, чтобы вдоль. Я потом объясню, почему. Так, что-то я... Так, нормально, да? Плотный, да? Ну, возьми тонкий вот. Окей. Это хлопчатобумажная фланель, хлопчатобумажная ткань, которая используется для абсорбции частичек, молекул с объекта. Так мы получаем запаховую пробу. Вот примерно так должно быть. Так, правильно. Похоже. Ну, сейчас, подождите, чтобы иметь побольше возможностей вашего образца. Питать запах. Да, тут вот те... полость тоже. Да, шибко утрамбовывать не надо. Хватит, да? Или Нет, добавить еще? Еще парочку. Ага. Парочку даже. Я потом объясню. Потом вы поймете, почему нужно несколько фланелей. Так, и Так. еще одно. Мы берем вот такую вот резиновую штуку. Угу. И она нам понадобится. Это у нас будет прокладка. Так, кровь пока отдельно. Так, это все можно положить. Берем перчатку. Пинцетом лучше. Ага. Так, вон там чистые пинцеты. Так, это у нас ручечный шкаф. Ага, сейчас, секунду. Опа. Так, берете перчатки. Это у нас... Двумя пинцетами? Да. Вот так нужно будет взять. Так вот. Так, да? Да. Вот так вот нужно будет взять. Вот так вот. Еще можете вывернуть перчаточку.
лучше, наверное, Вывернуть? Да. Хотя там запахи все равно есть, но вот так все достаточно. Прям так. Все, берем двумя пинцетами вот так вот. Раз, два. Нам необходимо маленько увлажнить. Ну, так как вода является естественным растворителем, Ага. мы вот над паром прям вот так вот раз пару, буквально несколько, скажем, секунд. Да, не мочите, а то очень много инея будет. Ага. Потом постараюсь показать сам. То есть мы как бы сейчас отпариваем запах, Ну, не отпариваем, а как сказать. активизируем. Ну, маленько увлажняем, чтобы молекулы двигались лучше. Ага. Так. Так, подождите. Достаточно. Ага. Все, берем, кладем вовнутрь прям. Все. Так. Берем резиновую прокладку. Вот она резиновая, видите? Угу. Берем ваш запаховый сборник и вот так вот аккуратно ставим. Угу. Включаем, значит, к насосу. Оператор, вот, пожалуйста. Так. И мы начинаем оттягивать оттуда запах. Все, отсюда вытягивается запах. Сейчас. Оттуда вытягивается запах. Запах, говорю. Воздух. Воздух, да, который там был. Угу. Минус 0,8, 0,9. То есть создается внутри вакуум. Да, вакуум. Вот видите, вот. Ага. Ага. Это вот чтобы лишний атмосферный воздух оттуда вытягиваем. И у нас образовался криогенно-вакуумный сборник. Угу. Вот он и есть криогенно-вакуумный сборник вашей перчатки. То есть это запаховый сборник, банка, прокладка, и это все вместе криогенно-вакуумный сборник. Для получения запаховой пробы нам нужен жидкий азот. И вот спокойно, аккуратно, чтобы не обжечься, переливаем в термос. Для получения запаховой пробы с двух объектов достаточно 2-3 вот таких вот. Пожалуйста. Ложечка, да? Ага. Да, аккуратно. Так, еще третий, тогда финальный я сейчас залью. Ну да. Так. Да, прям прохладно. Так. Да-да, поднимаешь Раз, два, три. и спускаешь. Опа. Вот и все. 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 Так, закрываем, да? Значит, помещайте криогенно-вакуумный сборник в водяную баню. Водяную баню нужно помещать аккуратно. Сперва нужно над паром немножко Подержать, прогреть. чтоб не треснуло, да? Чтоб не треснуло, совершенно верно. И вот так вот чуть-чуть обмакнуть. Не боитесь. Во, все. И потихонечку спускаем. Все, и ставим. Не треснет? Не треснет. Ставлю. Ставьте, а? Кто-то хочет всплыть. Ага. Да, не хочет. Все, значит, смотрите, красиво. Далее наливаем азот вот в этот вот приемник. Я? То есть, естественно, вы же А сколько? испытываете на себе. Сколько? Сколько не жалко. Сколько? Полную должна быть. Полная? Наливайте. Давайте. Смелее. Можно Еще? медленнее, Всё? можно вот так вот. О, Ничего страшного от этого не произойдет. как красиво. Так, смотрите, теперь, Хватит, да? Я же еще подождите, хотел. теперь маленько она выкипит, вот там Ага. внутри. Ага. Начнет сейчас кипеть, бурлить. Вот максимальная стадия, она начинает остужать вот это вот стекло, вот. Ага. Уже маленько остыло, нужно долить. Доливаем еще. Тоже так же до полна, да? Ну да. Все. Так. Теперь нужно посмотреть. Вот. Что здесь происходит, да? Здесь происходит, значит... Пока происходит какая-то магия, я что-то не могу понять, что происходит. Значит, молекулы, которые находятся в вашей перчатке, начинают в тепле 91 градус, в банке чуть меньше. Ага. 60, 70, 80. Ага.
начинают активно шевелиться. Ага. То есть в тепле мы знаем, что молекулы с курса химии, физики активно начинают шевелиться, Ага. двигаться. И абсорбируются, переходят в более холодную среду, там, где минус 100 с лишним градусов. И абсорбируются вот Фланель. на фланельках. А. Таким образом мы получаем запаховую пробу. Вот так вот доливаем. Вся эта конструкция примерно стоит час. То есть надо оставить на час. Да. Она будет потихоньку выкипать, и непосредственно весь все, что пахнет ваша перчатка, переходит на Ага. фланель. И то же самое делается с Совершенно кровью, верно. да? Да. Теперь с кровью. Так, значит, вот сразу то, что использовали, чтобы не было лишних смешений, чтобы, мало ли, сразу грязно бросаем. Все, они нам больше не нужны, чтобы не путаться, чтобы не было такого. Так, а это я брал или нет? Сразу Ага. бросаем туда. Берем новую пинцету. Мгм. Значит, кровь. Что нужно для крови? Кровь нужно... Надо доливать азот, да, постоянно? Или уже? Нет, она будет стоять. Здесь у нас зеркальце. Смотрим, видите? Еще там бурлит. Она будет около 40 минут так выкипать. Хватает. Да. Сорку. Для убедительности мы ставим на час. Мгм. Кровь. Это слишком много. Получится очень яркий запаховая проба. Даже так? Да. Тут где-то 4-5 капель. Да. Ну, мы почему так делаем? Просим следователей, чтобы в таком количестве брать. Возможно, данный подозреваемый будет еще исследоваться в других объектах и так далее. Потому что когда многообъектная экспертиза, ну что, не каждый раз его там. Нам достаточно, Немного совсем. да, вот такой вот части крови. Мгм. Так. И то же самое, тоже такой же Процесс. запаховую пробу мы получаем с образца крови. Мгм. Также получаем криогенно-вакуумный сборник. Он потихоньку разлипает. Закрываем кранчик. Вот, и у нас вот получился. Мгм. Ставится туда же, да? Ну да. Ага. Можно я налью азот? Да, Я уже умею. Мне понравилось. Сейчас вот начнет кипеть, потому что он Горячая колба, да? То есть, для него горячая. да, для жидкого А как- азота. вот когда он стекло ее горячее. охладит, Вот, уже... и начинает стихать. Ага. Потом надо долить, поэтому, да? Да, и она вот вниз спустилась, и сейчас Ага. можно наливать. А потом уже кипение происходит менее интенсивно, да? Ну да, температура снизилась в стекле. Все Ну. подсветку хочется сделать. Кровь стоит меньше часа, потому что вот так вот, если посмотреть, сейчас вот азот выкипит, Ага. она засыхает, сама кровь. Внутри. Да, этого достаточно. Значит, уже она все свое. Отдала уже Да. все. А с перчатки визуально непонятно, поэтому мы, чтобы наверняка, час. То есть, получается, нагретая в нижней части образец отдает свои вот эти молекулы, они летят вверх, а вверху их ждет криогенный вот этот азотом охлажденные фланельки. Да. И она на нем конденсируется, Да. остается. Абсорбируется там. Все. И это получается запах. Ничего себе. Ага, значит, враги индивидуального запаха человека — это высокая температура, это гниль, это бактерии и ультрафиолетовые лучи. Мгм. То есть они разрушают индивидуальный запах человека. Индивидуальный запах человека не передается воздушно-капельным путем, грубо говоря. Да? Мгм. То есть если я буду стоять вот возле этих фланелек, да, сутки,
да, не касаясь с ним, или там возле полотенца вот я буду стоять, полотенце мною не пропахнет. Возможно, там осядут какие-то частицы моего парфюма, там, может быть, но мой индивидуальный запах, вот эти вот полярные липиды, они туда не проникнут. Поэтому вот этот метод, он хорош тем, что именно показывает, что был контакт с определенной И вещью. доказательную базу на этом и Строится. подразумевает. Он скажет, я не трогал этот нож, или там топор, молоток, я не знаю. Ну, что они там? Я не скрывал этот замок. Там нету, допустим, папиллярных узоров, нету, не сохранились. Либо он стер. Папиллярные узоры видно. И то, что видно, можно избавиться. И невозможно избавиться от того, что не видишь. Вот он как. Понятно. Есть небольшое преимущество у нас. Мы сейчас тогда, получается, пробу оставляем на некоторое время. Да. И буквально вернемся совсем скоро. Испытано на себе. Так, сейчас с помощью зеркальца мы видим, что практически азот выкипел. Это означает, ну, по опыту, да, что около 30 минут уже прошло. Поэтому нужно долить в обе колбы еще азот. Смели. Опа. Ничего страшного не произойдет. Вообще азот... Ой. Отлично. Отлично это. Конечно. Для меня азот это вообще что-то такое страшное. По-моему, не долил. О, Терминатор Т-1000. Да. И, кстати, подошло, да, время, когда, если вы смотрите нас прямо с самого начала, то мы еще и вносим лепту в тренировку собак, да, в обучение. Для подготовки. Поэтому сейчас... Свой запаховый след для подготовки собак-детекторов. Складываю сюда, да? Да, прямо туда можете складывать. Так. Надо бы все проверить, а то этот... Так, еще было здесь. Вот сейчас полярные липиды Руслана, ну, на протяжении уже сколько? Около 40 минут поддержал. Перешли вот в хлопчатобумажной фланели. Так, еще было... Данная фланель будет использована далее для подготовки собак-детекторов. Для молодых. У нас же собаки-детекторы выступают как приборы. Понимаете? Все вроде. Все? Сейчас домой Так. приду, еще может что-нибудь вывалится. Но это, кстати, еще не все, да, так как нас двое в нашей команде. Что у нас? Так, давайте мы оператор. Чтобы это... А вы шифруете, да? Да, у нас это получается под человека, под мужчины. Сегодня какое? Сегодня 14 января. 25. Вот. Все, что записывается, все, что нужно, какая информация. Никакой фамилии, имя, отчества мы не берем. Ага. Это чисто такой этот. Так, Петр. Так, Петр, складывайте. Да, оператор любезно согласился тоже оставить свою лепту. Также Петр согласился дать запаховую пробу, да, в объекте. То есть это перчатка, которую он носил в течение всего этого времени. Вот так. Значит, вот вид упаковки объектов, содержащих запаховые следы человека, ну и вообще биологические объекты. Это вот фольга, бумага. Ни в коем случае нельзя упаковывать в полиэтиленовый пакет. По той простой причине, то, что полиэтиленовый пакет не пропускает влагу, да, и, ну, то есть очень хорошо держит влагу и может просто-напросто, ну, бактерии сгнить там, образоваться плесень. Ну. Значит, это будет у нас образец перчатки с запахом мужчины. Мы нигде здесь определенных данных ничего не записываем. Ну, большое спасибо вам Так, не зря, да? за Еще вклад. Еще много интересного узнали. Так, сейчас у нас, давайте проверим, сколько здесь у нас азота. Еще минут, наверное, 20. Ага, бурлит. Так, кровь у нас. Кровь чуть поменьше, да, работает? Высыхает.
Все, кровь можно убирать. И мы по этому образцу, вот видите, уважаемые зрители, кровь подсохла. То есть она уже отдала все свои липиды, да? Запаховые функции. Вот так вот. Там еще остатки азота. Азот мы можем вот так Ой, мощно. брать. Так, Руслан, можно вас попросить? Вот, баночку. Любую? Да, любую баночку. Как в фильме снизу, да? Так, Так, открываем. Сейчас я вам покажу, как выглядит запах в замороженном виде. Вот. Видите, вот. Вот здесь частички ваших полярных липидов. Замороженные. Да. И мы его просто вытаскиваем из запахового сборника. Ага. Значит, кладем их сюда. Все это закрываем. И можете оставить здесь свою роспись. Просто подпись, да? Да, далее потом будем использовать его. Это уже... Друзья, у нас, соответственно, будет 2 части. И причем съемочных дней, да, то есть следующий этап, который мы будем уже непосредственно снимать работу, да, собак, это будет уже послезавтра. Нужно это для чего? Да, Потому данная запаховая проба должна отстояться около суток, чтобы собаки не приучались к ярким запахам. Вот сейчас очень ярко, для них очень ярко будет запах вашей крови. И чтобы вот это вот они не учились, потому что преступление же не происходит именно в какое-то назначенное время. Происшествие происходит в любое время. Поэтому, чтобы собаки-детекторы не приучились к ярким запахам, мы отстаиваем. Ну, кстати, при подготовке к передаче, да, мы с Михаилом общались, и Михаил рассказал интересный такой случай, что в 2019 году было раскрыто преступление 1986 года. Благодаря этому методу, это в России, да, в российской лаборатории. Вот, поэтому, то есть, года этому не помеха, и причем иногда вот именно вот этот запаховый след, он консервируется. Да, запаховые следы достаточно долго консервируются на объектах с кровью. Так, ну, сейчас уже подошло время, да, для перчатки. Михаил, я думаю, сейчас подскажете, и я уже буду... Аккуратно, значит, берете реагированно-вакуумный сборник, поднимаете, и заодно, конечно, будет горячо, вот за... Вот здесь, да? То есть за резинку можно брать? Или за банку саму? Да, за банку. Все, и аккуратно там. Значит, сюда вот, чтобы вода у нас лишняя. Открываем кранчик, пускаем туда воздух и отлепляем сборник от реагированно-вакуумной системы. Берем чистый пинцет. Вот, посмотрите, вот так же частички. Вот они, да? Липиды. Липиды? Ну да, там влага вместе с молекулами липидов. Липидов, тканей и так далее. Ну там все вместе. И просто вот туда вот. Аккуратно. Да, вот по одному. Смелей. Просто кажется, там чуть-чуть был азот. Я его не вылил. Ничего страшного. Он сейчас, кажется, на моем пальце. Так. Все, закрываем, да? Все. Так, это сюда. Вот у нас. Мы обычно еще вот эти вот пары, вот которые здесь. Протираем. Так вот, да. Собираем. Это но если там слишком много влаги, то это плохо. Поэтому чуть-чуть. Все, и, грубо говоря, вот данная перчатка будет здесь находиться. Получается у нас перчатка, правильно? Перчатка. Перчатка. Это исследуемый объект. Так, у нас 14.01.25. Все. И сейчас у нас, друзья, проба, да, должна отстояться минимум сутки, да? Да, чтобы собаки не привыкали к ярким запаховым пробам, мы даем полученным запаховым пробам отстояться
около суток. И послезавтра будем проводить исследование. Ну что, сейчас хотелось бы Михаилу поблагодарить за очень интересную информацию. На самом деле, действительно очень уникальный центр и уникальная технология. Практически сегодня был иногда несколько раз был в шоке. Вот, поэтому, друзья, я думаю, вам тоже понравилось, поэтому ждите следующий выпуск программы передачи «Испытано на себе», где мы уже перейдем к практике непосредственно к исследованию, да, собаками и будем определять именно мою перчатку. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24.